Перед началом тотального рейда традиционное построение и инструктаж. После сотрудники ГИБДД разобьются по точкам вдоль дороги. Проверять будут весь поток машин. Акцент сегодня делается на самые распространенные виды нарушений. Это нетрезвые водители, сильно затонированные машины и автолюбители, игнорирующие красный сигнал светофора. В связи с тем, что в Карбулаке рост дорожно-транспортных происшествий, будет проводиться рейдовое мероприятие с 21 до 2 часов ночи. Мы сегодня должны акцентировать внимание водителям, которые перевозят детей без детского деятельного устройства и которые перевозят пассажиров без ремней безопасности. Конечно, надо акцентировать внимание и составлять административные материалы. Рейд начался. Инспектора, согласно правилам, останавливают автолюбителей для проверки документов и заодно проверяют водителей на признаки алкогольного опьянения. Большинство владельцев авто соблюдают правила безопасности на дороге. Многие даже удивляются, как можно, особенно в темное время суток, нарушать правила, создавая опасную ситуацию не только для себя, но и для остальных водителей. من ودرن вообще утим учусь. Этим вообще харта, денег харта, манна вообще больше абуахиш. Право не то, что лишает, даяг есть право самушна. Лично левлер. Мухаммад из нарушений. Ежи с харта, машин, шкафки, из модаз вали. Шорт даваха, шорт хабиш, ба, вокли мавали, совали, хивар вали, из духадика барбар. Не прошло и 10 минут, как объявился первый нарушитель. Владелец иномарки забыл надеть ремень безопасности, который призван его же и спасти в случае аварии. За такое нарушение полагается штраф. Второй нарушитель не заставил себя долго ждать. Полицейские остановили машину ВАЗ-2112. В ходе разговора с владельцем авто инспектор заметил бессвязную речь и характерный запах алкоголя. У мужчины на все свои объяснения. Полицейские составили акт задержания, зафиксировали данные нарушителя, а после водителя отвезли в отделение полиции. Согласно соответствующему порядку проведения мер при задержании, владельцу авто зачитали его права и обязанности, после чего ему предложили пройти проверку алкотестером, но от него последовал решительный отказ. Я вам вообще вашему отделению не доверяю. Вы отказываетесь продувать? Да. И поэтому я вашему учреждению не доверяю. Все, сейчас выпишем направление и направим вас вот в медицинское учреждение для прохождения медицинского свидетельства. Водителю, которому сейчас сегодня задержали в нетрезвом состоянии, мы составили административные материалы, все необходимые материалы собраны, и эти материалы будем направить в суд для дальнейшего разбирательства. Прошедший рейд принес свои результаты. Были зафиксированы многочисленные нарушения. По словам инспектора, подобные мероприятия планируется проводить во многих населенных пунктах республики. В ходе данного мероприятия мы сегодня на госавтоинспекции было выявлено факты управления транспортным состоянием алкогольного опьянения, управления транспортом без прав управления, без водительского удостоверения и не имеющим права управления. По данным УГИБДД МВД России по Ингушетии, за 10 месяцев в Республике Ингушетия зафиксирован 191 случай аварий на дороге. В этих ДТП погибло 70 человек и 307 получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей впредь не нарушать ПДД и соблюдать безопасность на дороге. Михаил Тангиев, Новости 24.